В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. И сегодня мы в селе Бяскёль. 7 августа огонь с лесного пожара перебрался в целый микрорайон и уничтожил его. И вот практически спустя 2 месяца мы сейчас находимся здесь, и микрорайон не узнать. И о восстановлении микрорайона мы поговорим с первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрием Викторовичем Бердниковым. Дмитрий Викторович, добрый день. Здравствуйте. Дмитрий Викторович, когда вы только сюда приехали, глава республики назначил вас руководителем оперативного штаба. Расскажите, с чего вообще все начиналось, какие первые решения были приняты? Ну, действительно, как вы сказали, пожар вот этот случилось все 7 числа. И сразу же, буквально на следующий день, решением главы, это было очень такое оперативное, важное решение, был создан штаб по восстановлению и ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Я был приглашен к главе, и мне было поручено возглавить этот штаб. Сразу же выехал сюда, на место. Члены штаба со мной сразу же здесь все на месте десантировались. Была проведена работа по оценке обстановки, ущерба. Мы начали сразу же отрабатывать вопрос с жителями, потому что жители были размещены, часть в пунктах временного размещения, это в Дегистяхе. Также сюда стали прибывать добровольцы, наши это жители республики. Здесь же, значит, находились формирования МЧС, которые были вовлечены в процесс, это сразу первоначальный процесс решения первоочередных задач. Ну и вот так, шаг за шагом, сразу же, значит, все необходимые мероприятия были отданы, распоряжения и так далее. Там был огромный комплекс работ, который проводился. Был выбран проект строительства МХМ и домов из МХМ-панели. Почему было выбрано именно это решение? Ну, это уже вы переходите к следующему шагу. Первоначально был проведен осмотр территории. Здесь вместе, как я уже сказал, сейчас у нас было принято решение и обозначены мероприятия по расчистке территории, по дотушиванию, потому что здесь почва, которая годами, десятилетиями, здесь часть есть заболоченная, часть почвы, которая где складировались остатки сельхозработ, мы отсыпали, вот вы можете посмотреть, большая работа, отсыпали территорию для того, чтобы доступ кислорода в почву не попадал. И вот эти очаги все приводились, значит, ликвидировались. Были приняты решения по, как я сказал, расчистке территории, обратной отсыпке, планировочные решения были проведены для того, чтобы восстановить поселок. Создана проектная группа, было предложено несколько решений, которые позволили бы в кратчайшие сроки жилье восстановить. Проведены встречи с людьми. Хочу сразу сказать, что с первого же дня моего приезда мы встречались с людьми, вот вспоминаем, разговаривали, обсуждали. Значит, все практически наши шаги, которые здесь осуществлялись, все обсуждалось с жителями. Так вот, значит, проектные решения, которые были предложены, из них было выбрано несколько, которые могли бы в этих условиях быть хочу реализованными. напомнить, да, хочу напомнить, что это был август месяц, да, и вот зима здесь в Якутии наступает уже вот в октябре месяце, и для того, чтобы в кратчайшие сроки качественное, эффективное жилье построить, было предложено несколько вариантов. Во время обсуждения с жителями и со специалистами проговаривали, выбрали, вот остановились на возможности построить дома из МХМ-панелей. Здесь одно из ключевых, таких важных особенностей этих конструкций, хочу обратить внимание, это экологичность. Люди ставили условия, чтобы дома были экологичны, то есть не пена, бетон. Вот я слышал, тут многие пытались нас критиковать, давайте там из бетона построим. Нет, люди наотрез отказались. Здесь стал вопрос строиться либо из бруса, но его в таких количествах не было, к тому же брус
Это материал, который после монтажа будет и осадку давать, и нужно будет этот дом, так сказать, контролировать, заниматься его периодически утеплением и так далее и тому подобное. Ну, то есть это достаточно такой небыстрый процесс. Из экологичных материалов, например, панели, это доска разнонаправленно смонтирована, плюс утеплитель, и вот снаружи отделывается материалом, который фасадный материал, он достаточно гармоничный, эффективный тоже. То есть можно смонтировать дом в более-менее короткие сроки и сделать его теплым, комфортным. Знаю, что помогали того, и чтобы- волонтеры, и сами жители были вовлечены в работу, высказывали свои предложения. Вот о чем они просили? Но жители просили, еще раз говорю, о том, чтобы дома в принципе были построены, чтобы дома были комфортны. Но люди, вот представляете, люди лишились всего в одночасье. Да? Конечно, много было эмоций. И люди, конечно, не верили в то, что можно быстро построить, и хорошие дома построить. Так вот, возвращаясь вот к этим конструктивам, значит, было принято решение произвести инженерные изыскания, и проект уже базировался на результатах тех инженерных изысканий, которые были проведены. Это глубина протаивания была определена. Принято было решение строить дома на сваях. Да, это трудоемкий процесс, он немножко утяжеляет строительство, но зато это эффективно, это даст возможность домам потом уже долгое время стоять, не соприкасаясь с землей. Это значит, вообще не растепляется почва там, потому что у нас по конструктиву 6-метровые сваи, геотекстиль настелен, ЩПСом выстелен, и зазор под домом, то есть постоянно как бы продувается и сохраняет качество несущего материала, да, вот бруса, на котором сам дом монтируется. Но это уже я в детали ухожу, но тем не менее. Дмитрий Викторович, но задача была поставлена действительно на пределе человеческих возможностей, потому что сроки очень сжаты. Вот как справлялись? Да, сроки сжаты. Мы, это Министерство строительства республики, надо дать им должное, они большую работу провели по подбору подрядчиков, определялись, значит, с подрядчиками, с теми, кто способен эту работу выполнить, потому что сроки действительно очень сжаты. И хочу обратить внимание ваше, что, наверное, таких примеров мало, где в такие короткие сроки привели территорию в порядок. Она же была не подготовлена. Провели инженерные изыскания, спроектировали, и вот сегодня идет процесс, который начался 28 сентября. Я напомню, 28 сентября глава республики первой семье вручил ключи, и она заселилась. То есть это, и вот мы готовимся на этой неделе уже завершить процесс строительства. Ну, останутся какие-то мелкие вопросы, которые будут продолжаться. Будем продолжать, строители будут доводить какие-то моменты внутри уже. Но все дома конструктивным строительством завершены, тепло запущено, отделка, электрика, газоснабжение. Вот как раз об этом мой следующий плюс вопрос. территория. О территории вокруг, потому что помимо строительства домов, еще и благоустроили территорию. Давайте об этом поподробнее. Нужно обратить внимание ваше, наверное, и наших зрителей на то, что все процессы шли параллельно. То есть инженерные изыскания, параллельно уборка и первичные работы, те, которые допроектные, по приведению в порядок территории, вывозка мусора. Более 10 тысяч кубов мусора из сгоревших остатков было вывезено отсюда с территории, и столько же завезено сюда песка, который планировался, укатывался, значит, участки формировались, и параллельно с этим приводилась в порядок улично-дорожная сеть. Больше километра, почти 1,5 километра улично-дорожной сети приведено в порядок, сделаны водоотводные канавы. Вот работы тоже недавно завершены. Полностью новые сети электроснабжения, вот можете посмотреть, опоры заменены, и сейчас завершаются работы по интернет-линии выделены, которая будет тоже в каждый дом завезена. Сети газоснабжения отревизированы, приведены в порядок, и в некоторых домах
еще дополнительно газ был, точки подключения изменены, потому что, опять же, параллельно проводилась еще и кадастровая работа, которая сегодня завершается. Это выравнивание улиц, приведение участков, кадастровые планы переделаны, участков в порядок, потому что все было очень давно сделано. Все документы, конечно, были очень старые, еще с советских времен. То есть всю эту работу вели параллельно. Ну и кроме того, на каждом участке еще и те жители, которые имели свои коровники, хутоны, здесь они были восстановлены. Утерянный скот тоже компенсируется. Вот сейчас этот процесс как раз идет жителям, поставляется по головам. А также техника будет А восстановлена. также техника, да, часть техники уже восстановлена. У нас сейчас завершается работа по компенсации, по определению порядка и компенсации людям на дворовые постройки, гаражи, то, что люди просили. Ну и, конечно же, большая работа проводится, это делаются всем заборы, также по просьбе жителей, не только фасадная часть, но и все заборы по участкам делаются, все дворы будут с заборами охвачены. Это в целом у нас более 5 километров получится заборов. 2700 квадратных метров жилья введено. Да, это только по жилью. Это для тех, кто, сказать, любит критиковать и обращать внимание на какие-то там недостатки. Я хочу напомнить, что это 2780 квадратных метров жилой площади по совокупности за 2 месяца вводится в эксплуатацию. Это очень такой серьезный показатель для республики. Это мы с вами не берем в расчет хозпостройки, не берем в расчет 1000 квадратных метров животноводческий комплекс, который вы сейчас посмотрите, тоже за это время был построен и уже сегодня жильцами, как говорится, опробован, новоселье справлено. Там уже коровы в животноводческом комплексе ИП Петров, хозяин уже загнал животных, завозится сено, более 200 тонн завезено. Частные животноводческие подворья тоже уже приведены в порядок. В общем, жизнь в поселок вернулась. Это можно видеть даже по жителям. Но сомнения, наверное, развеялись как раз 28 числа, когда сдали первый дом и поняли, что вот сейчас перманентная работа по сдаче жилья идет. Каждый ждет. Первый дом был заселен, потом, вы помните, еще 6, 14. И тем не менее, каждый, кто еще не получил дом, ждет. Люди здесь постоянно, они со строителями общаются, помогают, участвуют, смотрят. И у нас останутся еще вот большие дома. Там некоторые жители какие-то хотят дополнения, какие-то, так сказать, материалы дополнительно использовать. Но это уже все за пределами реализации проекта. Есть проект, по которому реализуется, который мы отрабатываем. Ну и стараемся, конечно, по ходу с жителями что-то учитывать, их какие-то пожелания, что-то дополнять. Еще немного о работе с жителями, ведь здесь, помимо того, что для них действительно восстановили поселок, еще и работало Федеральное медико-биологическое агентство, которое проверяло их здоровье. Давайте расскажите подробнее об этом, как они здесь работали и что за работа организована. Ну, знаете, вот на что стоит здесь обратить внимание. Когда вот эта беда случилась, ну, вся страна буквально как-то откликнулась. По СМИ это прошло, конечно же. И вся страна откликнулась. И наши волонтеры республиканские, конечно, с разных концов республики работали здесь. Огромное им спасибо. До самого конца трудились. И вот сейчас еще приезжают ребята, помогают уже наводить порядок. Уже такая более приятная работа. Приезжали ребята со всей страны, вы знаете. Это молодежка УНФ. Тоже, значит, были с жителями рядом, что могли, чем могли, помогали. Это здорово. Министерство обороны, здесь ребята, саперы работали, огромную работу тоже провели, большую. И как-то всем миром здесь участвовали вот в этих процессах. И это замечательно. Люди чувствовали, что они не одни. Что их никто не оставил. Никто не оставил. Да, я когда вот мы первое собрание собрались, вот жители тут вспоминали, на территории школы собрались. Вы правда построите? Правда? Я говорю, я с вами буду до самого конца. Вот с первого дня и будем до самого последнего конца вместе пройдем этот путь.
и восстановим. Но давайте. Глава республики огромное, конечно, внимание уделяет его способности и вот то, что он оперативно и быстро принял эти решения по созданию штаба, значит, по всем тем моментам, которые требовали его включения как руководителя республики. Это, конечно, очень важно. Дмитрий Викторович, еще, конечно же, большой животноводческий комплекс восстановлен, помимо частных коровников. Вот мы сейчас здесь находимся. Давайте об этом расскажем зрителям. Ну вот старый коровник стоял как раз вот на этом месте. Наверное, кадры, можете, еще сохранились. А вот остатки его здесь как раз при помощи ОНФ и военных мы его разбирали, сносили. А этот вот комплекс большой, современный, уже вот построен. Все, работа вот последняя заканчивается. Здесь уже новоселы заселились, планировку выполнили. Тоже новые столбы, электричество. Вот хозяин. Давайте пойдем. Вот мы сейчас находимся в животноводческом комплексе большом. Расскажите, как он восстанавливался, что здесь есть, какое техническое оснащение? Это животноводческий комплекс по программе восстанавливает как фермер наш Алексей Петров. Министерство сельского хозяйства республики выделило средства на это. Стоимость его 45 миллионов этого всего комплекса. Предприятие наше республиканское, которое специализируется на строительстве таких комплексов, его вот в кратчайшие сроки восстановило. У них срок окончания стоял 20-го, но они раньше. Вы видите, что они молодцы, справились со своей работой намного раньше. А параллельно здесь приводилась в порядок территория вокруг вся, восстановлены загоны для скота, куда летом загоняется скот. Ну и старый хатон, который сгорел, как я уже сказал, мы тоже, значит, усилиями, общими усилиями разобрали, очищены, и теперь уже предприниматель будет сам там дальше уже этой территорией как-то распоряжаться. Но самое главное, что восстановили сам животноводческий комплекс. Сколько вы молока сдаете? Ну, В среднем? этот год 200 будет. 200 тонн. Ну вот, смотрите. Я почему говорю так, Алексей является примером, как можно вести хозяйство, как можно и нужно вести хозяйство и обеспечивать хорошими экологическими продуктами. Дмитрий Викторович, ну вот поселок уже оживает, совершенно другой вид. Что дальше? Какие планы? Ну, сейчас самое главное довести до завершения вот всю инфраструктурную часть, которую еще придется тут доработать. И большим событием, конечно, явится новая школа в поселке. Эти планы, я думаю, тоже осуществятся. Это проект, тепловой проект, который планируется здесь привязать к нынешней территории. Работа в этом направлении ведется, поручение глава такое дал. И это, конечно, будет уже еще одним таким серьезным шагом вперед для села Бескюль. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что смотрели нас. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.